Что же послужило подлинной причиной восстания сирийского народа? Как правило, для того, чтобы разобраться в настоящем, нужно обернуться и посмотреть в прошлое. Как известно, Башар Асад происходит из алавитской семьи и является внуком Сулеймана аль-Асада, того самого, который являлся пособником французского оккупационного режима, установленного в Сирии в соответствии с соглашением Сайкса-Пико. Сулейман аль-Асад также являлся одним из подписантов так называемого меморандума алавитских старейшин, обращенного премьер-министру Франции еврею Леону Блюму. В своем так называемом меморандуме старейшины слезно просили французское правительство сохранить мандат военного присутствия в Сирии, подталкивая его к продолжению кровопролития. Привожу отрывок. Премьер-министру Франции Леону Блюму. По случаю продолжающихся переговоров между Францией и Сирией, мы, лидеры алавитов в Сирии, имеем честь обратить ваше внимание и внимание вашей партии к следующим пунктам. Дух ненависти и фанатизма, заложенный в сердцах арабов-мусульман против всего, что является немусульманским, воспитывался исламской религией. Нет надежды на то, что ситуация когда-либо изменится, поэтому отмена мандата будет означать то, что меньшинства в Сирии будут подвержены опасности смерти и уничтожения, так как отмена мандата уничтожит свободу мыслей и убеждений. Мы видим сегодня, как мусульмане, живущие в Дамаске, заставляли живущих среди них евреев подписывать документ, обязывающий их не отправлять еду своим страдающим братьям, живущим в Палестине. Еврейская ситуация в Палестине является ясным и очевидным свидетельством приоритета религиозного вопроса для арабских мусульман по отношению ко всем, кто не принадлежит к исламу. Те добрые евреи, которые пришли к арабским мусульманам с миром и цивилизацией, распространились по земле Палестины, не нанесли никому вреда, никому и ничего не взяли силой. Однако мусульмане объявили им священную войну и не стеснялись убивать своих детей и жен, несмотря на присутствие французов и англичан в Палестине и Сирии. Таким образом, евреев и представителей других религиозных меньшинств ждет черная судьба, если мандат будет отменен и произойдет объединение сирийских мусульман с палестинскими. Это объединение является высшей целью арабских мусульман. Мы, представители алавитского народа, подписываемся под этим меморандумом. Алавиты кричат и просят французское правительство и французскую социалистическую партию обеспечить их права и независимость, передать в руки лидеров Франции. Алавиты – верные друзья, оказавшие большую услугу французам. Сейчас нам угрожает смерть и уничтожение. Мы ценим благородное чувство, подталкивающее вас на защиту сирийского народа и пробуждающее в вас желание добиться независимости. Но в настоящее время Сирия далека от почетной цели, к которой вы стремитесь, потому что Сирия по-прежнему подвержена духу религиозного феодализма. И мы надеемся, что французское правительство и французская социалистическая партия не согласятся с тем, чтобы сирийцы получили независимость, что будет означать порабощение алавитского народа, а также и то, что меньшинства будут подвержены риску уничтожения. Конец цитаты. Это письмо проливает свет на то, из какого чрева вылупилось на белый свет Башар Асад и его отец Хафиз. Это необходимо знать для того, чтобы иметь ясное представление о том, кто правил Сирией на протяжении последних 50 лет.